Доброе утро, Якутия! На календаре 14 июля, пятница, и вновь мы вместе с вами в этот ранний летний час, который, как всегда, порадует многообразием увлекательной и полезной информации. В студии с вами я, Ксения Еремеева. Обо всем по порядку, и вот о чем мы поговорим сегодня. Вкусные завтраки со всего мира. Сегодня мы приготовим с вами сочную и пикантную шакшуку. Кстати, в эти выходные в старом городе горожане и гости столицы могут не только познакомиться, но и попробовать традиционную национальную кухню. Об этом мы поговорим с шеф-поваром Николаем Атласовым. Детский сад для собак. В Якутске работает необычная студия, где и питомцев учат хорошим манерам. Баба-Яга участвовала в конкурсе красоты на турслете Мурбай-2023. Об этом мы не только покажем и расскажем в ближайший час, а начнем, как всегда, со сведений о погоде на сегодня. По данным Гидрометцентра, в 6 утра в центральных районах Якутии температура воздуха составила 6-13 градусов выше 0. В Заречной группе 13-14 градусов, в южных районах плюс 9-10 градусов. В Вилюйской группе 12-13, в Нижнеленских 14-15 со знаком плюс. В западных районах 10-11, в Колымо-Индигирской группе улусов от 9 до 22 градусов тепла. В Янских районах плюс 7, плюс 10, на северо-западе от 4 до 14 градусов выше 0. В Якутске температура воздуха на 6 утра составила 13 градусов тепла, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков, ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха составит 24 градусов со знаком плюс. Каждую пятницу мы готовим с вами разные, но вкусные завтраки. Что больше всего любят израильтяне на завтрак? Конечно же, шакшуку, сочную, пикантную, на шипящей сковородочке и обязательно с большим куском свежей булки. Одного общего и самого правильного рецепта приготовления шакшуки нет, ведь шакшука – это яичница с помидорами. Шакшука по-израильски вкусный и очень полезный завтрак. Предлагаем вам пошаговый рецепт от настоящих профессионалов. Доброе утро! Сегодня в рубрике «Полезный завтрак» мы будем готовить израильскую шакшуку. Для этого нам понадобится яйца, лук, морковь, томаты и растительное масло, а также томатный сок. Поехали! На разогретую сковородку наливаем растительное масло и выкладываем все овощи. Пока обжариваются наши овощи, мы высвобождаем яйца от скорлупы. Яйца – это всеми любимый продукт, особенно на завтрак. И сегодня готовим израильское блюдо. Так, к обжаренным овощам мы добавляем томатный соус. Роль томатного соуса может сыграть как томатная паста, томатный сок, или, как в нашем варианте, это томаты в собственном соку, протертые через терку. В соус уже можно добавить немного соли, перца и по вкусу любимых специй. Это может быть орегано, базилик, кинза, укроп, петрушка. Кому что нравится. В наш томящийся соус мы добавляем яйца и накрываем все это дело крышкой. У нас роль крышки на кухне обычно играет сковородка. Оставляем все это дело буквально на 4-5 минут потомиться. А пока что нужно подготовить тарелку и нарезать зелень. Чтобы дополнить и без того яркий и насыщенный вкус нашей шакшуки, мы возьмем зеленый лук, базилик и петрушку. Все это меленько нарежем. Берем нашу импровизированную подачную тарелку. Готовая шакшука. Выкладываем сначала яйца, и потом заполняем оставшееся пространство соусом. Запах невероятный. Украшаем зеленью. Добавляем немного хрустящего хлеба, и наше блюдо готово.
В эти выходные в Якутске состоится уникальное событие для любителей вкусно поесть и познакомиться с традициями национальной кухни. 15 и 16 июля в Старом городе пройдет большой фестиваль уличной еды. У нас сегодня в гостях Николай Атласов, шеф-повар ресторана «Усадьба Атласовых». Доброе утро, Доброе Николай. утро. Доброе, вкусное утро. Да, откуда вообще пришла такая потрясающая, вкусная такая идея создания такого фестиваля? Ну, вообще наша команда – это ассоциация рестораторов, агентство по развитию туризма. И мы думали, что как можно сделать культуру уличной еды. Да? И плюс обязан что это должны быть наши якутские темы. У каждого народа есть свои блюда. Из этого сделать нашу уличную еду. Да? И вот решили создать вот такой фестиваль. Так, там будет у нас, получается, фудтрак сделали. Как раз 15-16 мы его вытащим и покажем, что можно приготовить. Да? Это наши, все от булочки до мяса, все сделано здесь, в Якутии. Даже булочка. Даже булочка, да. По-якутски. Да. Ну, смотрите, вот получается, что очень будет много блюд традиционной якутской кухни, да, из оленины, из рыбы, из жеребятины, да, из местных других каких-то очень наших вкусных, свежих продуктов, да, приготовленных вот по старинным, каким-то современным рецептам. А возможно, что-то новое вы нам презентуете? Ну да, это, допустим, меняющиеся шаблоны блюда. Да, допустим, это свинина целиком, 100-килограммовая на вертеле. Это будет интересно, да. Есть старые эвенкийские блюда, которые заточены под новую современную лад. Вот, это будет интересно. Да, это будет очень интересно. Я тоже, думаю, посещу этот фестиваль, посмотрю, потому что лично тоже очень люблю якутскую кухню. И познакомиться с новыми рецептами, как минимум, конечно, это интересно, да, посмотреть еще, как это все происходит, как это какие-то, да, вот технологии, может быть, изменились, может быть, и вот поделитесь какими-то вот. Да, наша задача сейчас посыл, чтобы наша молодежь начала кушать нашу якутскую уличную еду. Да? Вот. И чтобы к нему попасть, это очень сложно и тонкая грань. И мы хотим вот туда преподнести и сделать опрос, как дальше двигаться. То есть. Ну, а помимо дегустации, что-то еще будет на фестивале? Это мастер-классы, это наши сувенирщики, ножи. Есть вот ассоциация, которая всех художников, мастеров НХП сделана в Якутии. Они будут тоже наших мастеров представлять. Да. Общий вид должен быть, как турист приехал, посмотрел, что едят. Да. Так. Это должно быть очень вкусно. И что с собой унести домой. Вот это мы должны показать. Так. И плюс еще будет экскурсии по старому городу. Ну, знакомство с нашими национальными еще, да, какими-то традициями, культурой. Ну, и еще, наверное, вот я подумала, чтобы возникло желание сходить, может быть, в магазин, купить вот кусок свежего мяса и уже посмотрев, наверное, да, как его можно приготовить, в национальных традициях прийти и попробовать это Будет сделать. много шеф-поваров, которые будут мастер-классы делать. Будет конкурс ножей. Его будут проверять шеф-повара. И будет первое место, второе место, какие ножи для мяса подойдут, для рыбы подойдут. Об этом, обо всем будет рассказываться, да? Все будет рассказывать. То есть мастер-классы безостановочно будут разные. Это НХП, это шеф-повара. Вот. А вот откуда, кстати, приезжают шеф-повара и вообще вот кто будет проводить мастер-классы? Ну, здесь шеф-повара наши местные, Так. вот, с наших ресторанов. Они будут мастер-классы показывать, будут вот как раз из глины, как посуду можно сделать. Даже вот такие мастер-классы будут. Все, что связано с едой, будет там. Да, ведь от этого многое зависит, да, действительно, либо яичница просто на тарелке, либо вот на шипячей сковородочке, да, либо вот просто так поросенок, либо на вертеле, да, это очень интересно будет посмотреть. Да, а вообще, как вы считаете, почему до сих пор в Якутске не развивалась вот эта сфера, да, стритфуда? Ну вот именно надо начать развивать эту культуру, потому что это целая традиция, это культура, это современность.
И у людей сейчас времени нету. Допустим, взяли, перекусили, дальше пошли. Ну вот. да. Именно для этого нужно вот создать такую культуру. Да? Ну, может быть, еще и климатические условия влияют, ведь у нас очень много времени холодно, да, и как бы нет возможности же на улице там что-то вот предлагать. Хотя строганину, опять же, из рыбы, из жеребятины ведь тоже на улице можно. Почему нет? Да? Да. Потому что мы должны сейчас в данное время использовать холод. Все, что есть. Мы живем в раю. Да? Да? Зима как зима, лето как лето, осень как осень, весна как весна. 4 времени года, да. Они идеальны. Причем они каждое время очень яркое. Да. А вот у ваше, может быть, какое-то вот есть любимое блюдо? И вообще, как часто вы сами путешествуете и чего-то, может быть, где-то вот в других традициях, странах берете, либо сами передаете какой-то вот свой опыт? Это я в том году 30 городов объехал. 30 городов? Да. В основном все арктические регионы. В этом году уже 20 городов объездил. Именно еще советуюсь, очень много друзей шеф-поваров по всей России и за пределами. Вот, разные конкурсы, фестивали участвую. И какие блюда вот вас удивили? Какие шеф-повара? Какие способы приготовления? Ну, что-то яркое такое. Вот в основном меня сейчас интересуют северные шеф-повара, да. Это именно область Нордик называется, северная кухня, да. И из того, что есть в регионе, надо сделать что-то. Вот это интересно, это прям у меня там лаборатории стоят, и на них я делаю опыты каждый день. Лаборатория даже? Да. Ну, например, вот один какой-нибудь опыт, можете нам рассказать? Допустим, есть полынь трава, да? Ага. Из него надо вытащить эфирные масла, а потом гидролат. Из гидролата можно супы и соуса делать. Это полезно. Да. А с гидролатом можно, допустим, перемешать его с растительным маслом и обжарить на него стейки, допустим. Да. Это вкус совсем другой. Это очень вкусно. Я уже даже захотела попробовать полынь. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам с такими вкусными, приятными новостями. Обязательно придем к вам на фестиваль. Лично окунемся, попробуем, посмотрим, насладимся. Ждем вас. Да, спасибо. Да. В продолжении часа, как всегда, предоставляем слово нашим коллегам из новостного отдела. Оставайтесь с нами. Якутия, доброе утро. Впереди блок новостей. Товарооборот России и Китая вырос на 40,5% за первое полугодие. Он превысил 111 миллиардов рублей. Показатель вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Китай экспортировал в Россию товары на 52 миллиарда долларов, что почти на 80% больше, чем за первую половину 2022 года. Импорт из России вырос на 20%, больше 60 миллиардов. В июне товарооборот между странами составил 20 миллиардов долларов. Как сказал помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин, Китай стал ключевым российским партнером, обойдя Евросоюз по объему торговли с Российской Федерацией. В России с 1 августа произведет перерасчет страховых пенсий работавшим в 2022 году пенсионерам. При этом будут учитываться уплаченные работодателями страховые взносы, исходя из которых определяется индивидуальный пенсионный коэффициент. Таким образом, к общей величине индивидуальных пенсионных коэффициентов прибавятся коэффициенты за работу за прошедший год. Также, по словам сенатора Елены Бибиковой, при перерасчете не меняется стоимость пенсионного коэффициента. Она остается той же, что и при назначении пенсии. Авиакомпания организует дополнительные рейсы по нескольким внутренним маршрутам с учетом повышенного спроса на перевозки среди якутян в летний период. Так, полярные авиалинии выполнят полеты по направлениям Якутск-Сакырыр-Якутск 13 и 18 июля, Якутск-Батагай-Якутск 20, 26 и 27 июля, Якутск-Мома-Якутск 24 июля. АК «Якутия» планирует совершить рейсы по маршруту Якутск-Тикси-Якутск 20 июля, Алроса по маршруту Якутск-Мирный 20 и 25 июля. В Якутии подана 12-тысячная заявка по социальной газификации. Жители республики подали 12 тысяч заявок на бесплатное подключение к газу. Сегодня Якутия – лидирующий регион на Дальнем Востоке по реализации президентской программы.
12-тысячным участником проекта дегазификации стал житель города Якутска Владимир Махаров. По словам Владимира Махарова, о социальной газификации он узнал из новостного сюжета, после чего подал заявку на сайте госуслуг. На сегодня оператор социальной газификации в Якутии уже подготовил проектную документацию по газоснабжению. К дому 2000-тысячного участника проекта дегазификации бесплатно построят и подведут газопровод до конца 2023 года. В Нижнем Бестяхе ведется капитальный ремонт центральной улицы. Финансирование было выделено из Дорожного фонда республики. Ремонтом автомобильной дороги занимается ООО «Автомагистрали». Ремонтная бригада работает в ночное время суток, так как через внутрипоселковой центральной улицы проезжает федеральная дорога Лена. Капитальный ремонт автомобильной дороги будет покрыт двухслойной дорожной одеждой асфальтобетоном. На сегодня бригада закончила нижнюю кромку слоя. Протяженность ремонтируемой улицы составляет 705 метров, общей площадью около 5000 квадратных метров. В рамках этого проекта, не меняя бюджета, соответственно, не увеличивая сметной стоимости, для обеспечения вот этих межремонтных сроков и увеличения надежности руководителям организации было принято решение увеличить конструктив в большую сторону за счет средств предприятия. Также будет выполнено примыкание к православному храму, тоже в асфальтобетонном покрытии. Библиотеки Якутии могут принять участие во всероссийских конкурсах по истории и культуре казачества. Результаты станут известны в конце сентября этого года. В республике уделяется особое внимание сохранению и приумножению культуры и истории казачества. Каждый год казаками проводятся фестивали, спортивные состязания и многое другое. По информации одной из крупнейших книгохранилищ на северо-востоке России, Национальной библиотеки Якутии, в их стенах хранится около 30 крупных изданий и более 200 статей по истории и культуре российского и якутского казачества. Мы вновь приветствуем всех, кто встречает этот день вместе с нами на телеканале Якутия-24. Сегодня 14 июля, и очень необычный праздник отмечается ежегодно в этот день благодаря американке Эдриан Сью Купер-Смит. Это день хаоса и беспорядка. В англоязычной среде он известен как Pandemonium Day или День столпотворения. О других интересных датах и событиях вы узнаете прямо сейчас. 14 июля – день взятия Бастилии. В 1789 году восставшие парижане штурмом взяли крепость-тюрьму Бастилию, символ королевского деспотизма. Событие считается началом Великой Французской революции. По народному календарю западный ветер 14 июля приносит дожди. Если звезды ярко сияют, а утром на небе появились тучи – это к сильной грозе. 14 июля 1099 года участники Первого крестового похода начали штурм Иерусалима. В этот же день, в 1700 году, подписан Константинопольский мирный договор. Документ скреплял перемирие между Россией и Турцией на 30 лет. 14 июля 1896 года на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде представили первый русский автомобиль. У него был двигатель внутреннего сгорания, и машина развивала мощность 1,5–2 лошадиные силы. 14 июля 1903 года ввели в эксплуатацию Транссибирскую магистраль. Расстояние по ней из Москвы до Владивостока более чем 9288 километров. 14 июля 1909 года состоялось официальное открытие Кавказской ривьеры, первого санатория в Сочи. В этот же день, в 1941 году, впервые в бою применили знаменитую ракетную установку «Катюша». 14 июля 1946 года вышло в свет первое издание книги доктора Бенджамина Спока «Уход за ребенком и его воспитание». Книга принесла автору мировую славу. 14 июля 1743 года родился Гавриил Державин, русский поэт эпохи Просвещения, государственный деятель. В этот же день, в 1862 году, родился Густав Климт, австрийский художник, основоположник модерна. 14 июля 1891 года родился Александр Волков, советский писатель, автор серии книг о волшебнике изумрудного города. В 1942 году в этот день появился на свет Хавьер Солана, испанский политический
политический деятель, ученый-физик. Именины в этот день празднуют Алексей, Ангелина, Аркадий, Василий, Иван, Константин, Демьян, Кузьма, Лев, Никон, Павел, Петр и Тихон. В Амгинском Улусе проходит 14-я спартакиада по адаптивным видам спорта «Дюлур». Напомним, до этого соревнования проходили в формате фестиваля. Спортсмены из 24 улусов и городов республики выйдут на старт и будут бороться за медали в 6 видах спорта. И уже известны имена первых чемпионов игр. Подробнее об этом расскажет Нургуяна Егорова. С сегодняшнего дня на всех площадках начинаются все соревновательные программы 14-й спартакиады «Дюлур». Ну а стадион Амма-Олимп принимает королеву спорта легкую атлетику. Сегодня финальные забеги на 100 метров. Константин Шишигин. Эмоции бьют через край, радость и счастье. Вот что значит вкус победы. Смешанные, но приятные чувства преобладают нашего героя, который только что услышал итоги фотофиниша. В спорте глухих мегинец Константин Шишигин, как и в прошлом году в Барагонцах, стал чемпионом игр. После перерыва всего за полгода смог подготовиться и пробежать дистанцию со своим лидером, привнеся родному Улусу первое золото. Все говорили, что я занял, типа, второе место, второй зашел, типа. Конечно, я волновался, но огорчений немного было. Но потом узнал, что занял первое место, обрадовался. Вот тут лежал, и я орал, короче. Ну а первой чемпионкой спартакиады стала Варвара Наумова из Горного Улуса. Студентка медицинского колледжа занимается легкой атлетикой всего год. И сегодня выиграла свой главный официальный старт. Я мечтала о такой погоде. Вчера ночью вообще жестко волновалась. Пусть завтра будет такая погода. Мечтала. Все спортсмены очень готовы. Очень трудно, я пробежала. Мастер спорта, 16-летний Роман Ибрагимов из Кобяйского Улуса, буквально на прошлой неделе вернулся из города Челябинска, где проходило первенство России по легкой атлетике, где он завоевал 4 медали высшего достоинства. Сегодня также ему не было равных. Бежалось достаточно легко, предварительный забег дался легко. Финал, дал себе понять, что надо чуть-чуть приложиться, конечно. Соперники заряженные, понял конкуренцию, понял. Знаете, я первый раз выступал за родной Улус, и тем более на такой спартакиаде крупной. Очень приятно, болельщики поддерживают. Финальные забеги прошли в 4 квалификациях. Сегодня на стадионе присутствует 7 мастеров спорта. Это члены сборной команды России. Завязать конкуренцию опытным спортсменам сложно, но борьба за медали идет нешуточная. По легкой атлетике участвуют из 24 улусов нашей республики 272 спортсмена. Это очень большой показатель, это рекордный показатель по участию. Завтра и послезавтра на стадионе Амга-Олимп пройдут финальные забеги на 200, 400, 800 метров. Также толкание ядра с положений сидя и стоя. Нургуяна Егорова, Михаил Юмшанов, Амга. Упорная и напряженная борьба прошла в соревновании по волейболу сидя в спартакиаде «Дюлур». Всего заявлено 14 мужских и 13 женских команд. Количество всех участников – 204 человека. По словам организаторов, это показывает популярность этого вида спорта. Стоит отметить, по данному виду спорта есть фавориты. Это Алена Дмитриева, заслуженный мастер спорта международного класса, чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы. Также 14 мастеров спорта Российской Федерации, 17 кандидатов спорта по волейболу сидя. В данной спартакиаде игра проходит по 4 группам у мужчин, так и у женщин. Класс спортсмена определяется согласно международной классификации. По словам организаторов, на этой спартакиаде отбора спортсменов не было, то есть играют все желающие, у которых ограниченные возможности здоровья. По этому виду спорта впервые участвуют команды северных и арктических улусов. Самая отдаленная команда приехала из Среднеколымского улуса. Финальные игры состоятся 16 июля. У мужчин может играть на площадке не менее 2
спортсменов с минимальным поражением опорно-двигательного аппарата и 3 спортсмена с поражением опорно-двигательного аппарата. У мужчин 1 спортсмен с минимальным поражением и 4 спортсмена с поражением опорно-двигательного аппарата. Вот такое у нас отличие, ну как бы играет и здоровые спортсмены, и люди, у которых нет инвалидности. Просто которые получили травмы какие-то, у которых временные, как сказать, какие-то увечья. Игра «Голбол» стал самым зрелищным и интересным моментом спартакиады по адаптивным видам спорта в Амге. Команда из 3 человек с полностью закрытыми глазами должны забросить мяч в ворота соперника. В зале стоит абсолютная тишина. Есть только шум катающегося мяча со специальным звуком. В игре принимают участие всего по 13 команд среди женщин и мужчин. Игра началась со вчерашнего дня и продлится до конца спартакиады. Голбол способствует развитию слуховых навыков, внимательности и инстинкта. У нас с 12 по 16 июля проводится голбол. Первые 2 дня, это 12 и 13, у нас групповые. После уже, начиная с 14 числа, четвертьфиналы. У нас всего здесь принимают участие 13 мужских и 13 женских команд. У тебя на шее вакса, у тебя под носом клякса. Застрявшего в гудроне щенка спасли в Свердловской области. Волонтер Анастасия Помаскина выходила щенка, увязшего в гудроне в Тавде Свердловской области. Полностью покрытого гудроном щенка обнаружил племянник волонтера и сразу же рассказал взрослым. Из-за вязкой жидкости он с трудом дышал, не мог открыть глаза и рот. Сколько времени животное провело в таких условиях, неизвестно. Щенка отмывали сутки, после чего он смог самостоятельно пить и есть. Найденыш оказался девочкой, из-за шустрого характера ее назвали Молли. Обнаружили мы Молли только благодаря тому, что младший брат моего мужа гулял в том районе, где как раз-таки находилась эта маленькая малышка. Когда он ее увидел, он испугался, пришел домой, сообщил нам, и уже после этого мы всей семьей пришли на место и увидели девочку, которая лежит вся полностью в гудроне. Мы испугались, она была настолько маленькая, мы ее принесли домой и начали экстренно ее очищать. На полное восстановление щенка ушла неделя. Сейчас Молли полностью здорова и ей ищут новых хозяев. А пока она находится на передержке у волонтера. Наверняка многим собаководам знакома ситуация, когда много домашних дел или очень устал на работе, и поэтому просто физически или из-за недостатка времени не можешь полноценно выгуливать свою собаку или поиграть с ней. Без такого внимания ваш четвероногий друг не сможет вырабатывать ту порцию энергии, которая заложена в нем от природы. Подробную проблему подобную можно решить с помощью нового вида услуг – детский сад для собак. В необычный зооясли съездила моя коллега Ирина Григорьева. Ай, молодцы! Ай, какие молодцы! Дети. Ну что, будем заниматься? Татьяна Блинникова с 8 часов утра приветствует своих питомцев. Опытный кинолог отмечает, детский сад необходим пушистикам в той же мере, как ребенку необходимы ясли. Пока их родители работают, собачки с пользой проводят время. Зайка, 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 молодец, зайка. Кинолог признается, вначале открыла садик для своих 8 питомцев. Знакомые друзья обратились с просьбой присмотреть и за другими хвостатыми. Так хобби превратилось в дело. Теперь это профессиональная школа, где обучают питомцев хорошим манерам.
где мы учим собак правильно вести себя в обществе, правильно вести себя с чужими людьми, правильно вести себя с другими собаками, животными. В садик берут всех собак, независимо от породы, активности и размеров. Главное, чтобы она не проявляла сильную агрессию к другим собакам. Также необходимо наличие ветеринарного паспорта. Молодец! То есть не нужно ничего бояться, нужно дать понять собаке, что это не страшно. В летнее время собаками занимаются 3 кинолога по специальным программам, ориентируясь на породу, потребности и возраст питомца. Кинологи отмечают, воспитать малыша легче, чем взрослую собаку. Если не помогает доброе слово, поможет вкусное лакомство. Кинологи этого необычного детского садика проводят развлекательные занятия для питомцев. Например, они водят их по туннельчику. Давайте мы попробуем это сделать. У меня в руках лакомство. Хоп-хоп-хоп-хоп. Нет, надо сперва пройти. Хоп. Ага, вот, смотрите. Это обучает собак слушаться команду и пройти занятия. Ну, еще, конечно, кинологи проводят фитнес-тренировки и делают даже массаж собачкам. У них даже есть своя беговая дорожка. Социализация – главное, чему должны обучиться дошколята. А это очень трудная задача не только для воспитателей, но и для самих собак. Это Голди, ему 3 годика. Общение с другими собаками ему дается нелегко. Ведь за его кудрявыми плечами устоявшиеся повадки, характер и даже нрав. Больше тянется к людям, но в основном любимое его место – это диван. А в этом вольерчике время от времени находится житель мегаполиса – пудель Барни. Кинологи постепенно внедряют его в незнакомую среду, ведь Барни ни разу не видел собак. Городская квартира, лифт, быстрая прогулка – единственный маршрут пуделя, поэтому кинологи деликатно знакомят его с другим миром, но издалека. А глядя на Сабонну, и не подумаешь, что месяц назад она была другим шпицем. Малютка скромно сидела и не поддавалась обучению. А 3 дня назад не просто пошла, а побежала. Теперь ее готовят к выставке. Владельцы этих собачек, они замечают изменения своих питомцев. Повадки, манеры, они становятся культурными. Ну, так скажем, кто-то замечает, кто-то... А еще, понимаете, очень важно, чтобы хозяин работал вместе с нами. То есть, уходя с нашего детского садика, если у хозяина есть какое-то предпочтение чему-то научить свою собаку, да, мы обязательно ему говорим, что вы должны нам помогать дома тоже. Если этого не будет происходить, то, конечно, тяжело что-то привить собаке только у нас. Если вы уехали из дома, не оставляйте своего питомца одного. Привозите Пушистика в студию. Собачку выгуляют и накормят, а ваша мебель и обои останутся целыми. Но самое главное для владельцев собак – это то, что любимые питомцы всегда будут в заботливых и добрых руках. Ирина Григорьева, Иван Сорокаумов, Иркутск. И у нас в гостях сегодня Татьяна Блинникова, руководитель студии Fashion Dog Studio. Доброе утро, Татьяна. Какие у вас красивые и, главное, дисциплинированные собачки, да? Очень интересно поговорить как раз о методике обучения. Все-таки вы очень опытный кинолог, участник выставок международных, ведущий судья-стажер, посещали мастер-классы различные, да? И вот знаете психологию хендлинга, о чем тоже интересно будет сейчас поговорить. И интересно, вот сколько все-таки требуется времени, чтобы хозяин с питомцем нашли вот как раз общий язык, да, вот как вы считаете? Ну, я как уже говорила, что, конечно, это у каждого индивидуально. Нужно работать и с тем, и с другим, когда к нам приходят, обращаются люди за какой-то помощью, да, найти как раз этот тандем. Мы в первую очередь должны посмотреть на поведение собаки, на ее проблемы какие-то. Также мы должны обязательно, просто необходимо пообщаться еще, конечно, с хозяином, чтобы понимать, в каких условиях живет собака, что он умеет, что он может дать собачке. Ну, чтобы вот все это соединить воедино и понять, каким методом мы можем работать и с собакой, и с хозяином. Да, это очень подробная такая объемная работа совместная. И вот вернусь, да, к своему вопросу про хендлинг. Вот, интересно будет, я думаю, нашим телезрителям узнать, вот что за такая психология. Да, ну, хендлинг – это в первую очередь человек, который обучает собаку или представляет собаку на выставке. Для этого, конечно, тоже очень нужна большая и объемная работа, нужна команда. Без команды очень тяжело справиться, потому что
ну, работа достаточно большая. Мы должны собаку научить, как правильно показываться на выставке, что она должна уметь, в какой момент она должна стоять спокойно. Да, есть какие-то моменты, когда мы можем даже на выставке поиграть с собакой, чтобы закрепить у нее положительные эмоции. Вот, и чтобы собака в следующий раз шла с удовольствием на эту выставку и получала от этого тоже праздник, как, конечно, получают от этого хендлеры тоже. И очень важный ведь момент, да, социализации. И вот, судя по шпицу, видно, что она прошла очень успешно. Есть такая методика, да, что вы с животными выходите на улицу и учите собак общаться. Как вообще это происходит? Ну, как правило, вот с маленькими собаками происходит это немножко реже, потому что все-таки мы для новых своих клиентов чужие немножко люди. Чтобы выходить с ней на улицу, мы должны быть полностью уверены, что собака уже готова с нами выйти на улицу. Поэтому какое-то время мы сначала все-таки наблюдаем у нас в зале за собакой. И ну, у всех, опять же, говорю, по-разному, индивидуально. Кто-то быстро проходит эту социализацию, кто-то очень долго, месяц может сидеть, да. И когда люди говорят, ну что такое, прошел месяц, а мы до сих пор, ну... Каждый собаки, да, как и люди, да. они как бы абсолютно все разные, они не могут быть одинаковые. Вот, и поэтому, да, мы выходим, конечно, гулять с собаками, если у нас есть еще такая проблема, что собака себя чувствует не очень комфортно на улице, тогда нам просто это даже необходимо. Конечно, да. Да. Даже такое есть, вот посмотрите, да, как вот у людей интроверт, экстраверт, да, видимо, у собак тоже есть какие-то свои психологические особенности. И как прекрасно, что есть теперь, кто этим занимается, да, и развивает вот эту вот сферу. Интересная вот зооясли, да, сейчас активно тоже развивается в крупных городах. Для нас пока это необычно, для нашего города. И вообще, как люди относятся к этой идее? Ну, конечно, тут тоже есть два лагеря. Кто-то с удовольствием ходит и прям восхищен этой идеи. А есть, конечно, люди, которые пишут в соцсетях, что детям не хватает садиков, а мы тут с собаками, да, значит. Ну, вообще, на самом деле, это полезная вещь, детский сад, потому что в этом детском саду мы пытаемся дать собакам то, чтобы люди не выкидывали их на улицу, понимаете? Вся проблема в том, что почему люди отказывают собакой, и у нас появляется очень много бездомных животных, потому что они просто не могут с ними справиться. Вот Всё. так. Да. И наша цель приучить, научить собаку и их владельцев, как правильно, удобно, комфортно жить им вместе в городских условиях. Да, это очень важно. И получается, собака любой породы может, да? Да, конечно. посещать? К нам ходят собаки любых пород, вне зависимости от того, породистый ты бишон, йорк или ты маленький или дворняжка, большой, то есть да. они там все нормально как-то друг с другом. Ну да, но у нас как бы есть две группы, есть старшая и младшая. Младшую посещают мелкие породы, в старшую крупными. Но с крупными достаточно как бы пока тяжеловато, поэтому мы вот сейчас думаем. И, конечно, мы расширяем команду для того, чтобы развить и больше большую группу тоже. Расширение всегда важно, конечно. Но, вот, Татьяна, интересно, что лично для вас значит общение с животными? Как вы к этому тоже вот пришли? Ну, вы знаете, все это, конечно, идет с детства. Любовь к животным, к собакам, это все только с детства. Это все подпитывалось моими родителями. Они никогда не запрещали мне иметь в доме животных, и поэтому просто наступила в какой-то момент, когда я повзрослела, более серьезная ступень, и у нас появилась породистая собака. И с того-то все и началось, что я ходила на занятия, на дрессировки, на выставки. И вот так потихоньку, вот уже, наверное, порядком, возможно, 30 с лишним лет я живу с собаками. И вся моя семья живет с собаками. Да, это очень интересно. И получается, ведь как в самом настоящем детском садике для детей у собачки есть какой-то режим, да, какое-то время, да, с утра до вечера или как? Да, мы работаем с утра до вечера, прям с 8 часов утра до 7 часов вечера. Конечно, многие хозяева, кто как может, разбивает свой день, кто-то чуть попозже приводит, кто-то чуть пораньше, кто-то забирает пораньше. А тут у нас ограничений нет в этом отношении. Ну да, у собак в нашем саду есть режим. Как правило, с утра они приходят, все здороваются друг с другом, начинается суета. В этот момент, конечно, мы не занимаемся, мы должны дать собакам свободу, чтобы они выплеснули все свои эмоции, которые они провели дома. И после этого, наверное, после того, как они отдохнут,
после игры, мы тогда уже только начинаем работать после сна. Да, Татьяна, спасибо большое. Спасибо, что делаете такое доброе, тоже хорошее дело. И в продолжении часа новостной блок. Оставайтесь с нами. Доброе утро, Якутия! Впереди новости к этому часу. Каким будет арктический центр эпоса и искусств в Якутске? Масштабный объект планируют ввести в эксплуатацию к концу 2024 года. Он станет одним из крупнейших культурных комплексов не только на Дальнем Востоке, но и по всей России. Площадь строения составляет 33 тысячи квадратных метров, высота 36 метров, количество этажей – 7. Там разместятся Государственная филармония, театр Олонхой и Саха академический театр. Общая вместимость зрительных залов составит 1530 мест, а также учтено пространство для публичных мероприятий. Музей Кембрия будет создан в столице республики. Соответствующую инициативу поддержал Айсен Николаев. Предложение прозвучало на встрече главы региона с академиком РАН Алексеем Розановым. По словам ученого, в музее будут съезжаться исследователи со всего мира. Причина кроется в большом биологическом взрыве, уникальном явлении, произошедшем на территории Ленских столбов около 540 миллионов лет назад. По словам академика, самая полная последовательность отложений организмов, по которым можно изучать эволюцию живого мира планеты, находится именно здесь, в Якутии. Сотрудники Департамента Республики по охране объектов культурного наследия совместно с коллегами из Алданского района изучат археологические стоянки и наскальные рисунки во время экспедиции 17 и 20 июля. Они обследуют трехслойную стоянку Чомпола, неолитические стоянки Соон-Тин-1 и Соон-Тит-2. Все они являются памятниками археологии федерального значения. Отмечается, что для алданских писанец характерны разнообразные фигуры геометрических очертаний. Круги, треугольники, прямоугольники, кресты, округлые и овальные пятна, ломаные линии и трезубцы. В Якутии начала работу Республиканская комиссия по терминологии языка. В ближайшее время примут первое официальное решение о переводе нескольких терминов на язык саха. Цель – научное обеспечение и совершенствование терминологической системы в республике, сохранение и развитие государственного языка саха в условиях политкультурной и полингвальной среды на основе фундаментальных и прикладных исследований, упорядочение применения интернациональных терминов. Как отметил заместитель председателя правительства Сергей Местников, предстоит большой объем работы, и по мере формирования потребности в переводах тех или иных терминов комиссия будет принимать решения 1-2 раза в месяц. Госдума приняла поправки к закону об ответственном обращении с животными, согласно которым регионы наделяются правом самостоятельно решать судьбу бездомных собак и кошек. Всего парламентарии приняли 25 тысяч обращений по готовящимся поправкам. Однако все предложения об ущемлении животных были отклонены. Отмечается также, что новые поправки не предусматривают закрытие приютов и, наоборот, стимулируют их строительство. Однако содержание отловленных животных в местах, не являющихся приютами, не допускается, если это не допускается региональными законами. Помощь бездомным животным из пункта передержки мирнинцы смогут на акции «Марафон добрых дел». Она пройдет 15 июля с 11 до 17 часов на автостоянке городского парка. От неравнодушных жителей ждут корм для собак и кошек, намордники, ошейники, поводки, металлические миски, наполнители для туалета, шампуни и игрушки. Также желающие могут приютить пушистого друга. После акции участники получат тематические сувениры, а все собранные вещи специалисты экологического центра отвезут в пункт передержки бездомных животных. Можно будет ознакомиться с каталогом тех животных, которые находятся на данный момент в пункте передержки, и по желанию можно как раз-таки приютить одного из них. То есть таковых правил нету, просто приходите, выбираете, и, соответственно, он становится вашим. Беговые, велосипедные и лыжные дорожки в лесах хотят сделать шире и длиннее. Для этого в действующих правилах нужно прописать исключения для этих объектов. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении. Согласно действующему законодательству, часть лесных участков предоставляют для осуществления
рекреационной деятельности. Там можно возводить сооружения для спорта и спортивного отдыха, а также другие объекты инфраструктуры. Речь идет о том, что в числе велосипедных и беговых дорожках и тропах. Сейчас их можно обустраивать на части такой зоны общей площадью не более гектара и не занятой лесными насаждениями. На этом все. Оставайтесь с нами. Баба-Яга участвовала в конкурсе красоты на турслете Мурбай-2023. Баба-Яга на конкурсе красоты песни собственного сочинения и сало в ржаном хлебе могли увидеть и оценить участники туристического слета Мурбай-2023. Главным мероприятием в походе стала полоса препятствий, но организаторы позаботились и о досуговой части. Подробности узнавала Анна Брущенкова. Походная палатка в роли гримерки, а вместо визажистов – толпа комаров. Непривычная атмосфера для подготовки к конкурсу красоты. Да и персонаж мало тянет на роль первой красавицы. Казалось бы, какая мисс из Бабы-Яги. Алена Ларионова доказала обратное. Даже Баба-Яга может быть привлекательной. Хочется все равно быть обаятельной, не просто там смешной и ужасной, а обаятельной, потому что мы все-таки девушки. Хочется, да, обязательно глаза накрасить, губы. Ну, чтобы было бы симпатично. Ну и, видите, да, парик такой мы взяли необычный, кудрявый, ну, как бы, чтобы это была Баба-Яга такая, скажем, эксцентричная. И таких обаятельных участниц на туристическом слете Мурбай-2023 было 9. Некоторые девушки выступили в национальном якутском костюме, а кто-то предстал в образе жгучей испанки. Главная часть турслета – спортивная полоса препятствий. Но организаторы подготовили большую развлекательную программу. Творческие конкурсы показали – в Алмазном регионе живут не только спортивные, но и талантливые люди. Птенец у гнезда, иван-чай у крыльца, рай комариный. Лето пахнет дождем, теплым дождем и спелой малиной. На-на-на. Песню и музыку про якутское лето и тайгу Лариса Ковальчук написала сама. Знала, что будет конкурс бардовской песни. Участникам композиция пришлась по душе, хоть и слышали ее впервые. Подпевали все. Ребята попросили придумать песню легкую, у которой будут простые гитарные аккорды, которую можно будет легко исполнять, без каких-то вокальных данных. Туристический слет не обходится и без вкусного конкурса. На завтрак туриста команды готовили изысканно и профессионально, будто блюдо из ресторана. Не помешали и полевые условия. Так как уха без полена – это просто рыбный суп. Уха из карася, ржаные гренки с чесночным маслом и таежный брусничный чай. Чтобы попробовать и оценить обилие блюд, жюри понадобилось несколько часов. Когда ребята собираются к нам, каждая команда готовится искренне, пытаются пройти по всему положению, чтобы подготовиться к каждому конкурсу. Конечно, не всегда это получается, но тем не менее для меня очень тяжело отметить, потому что есть молодые команды, молодые ребята, которые веселые, задорные, они запоминаются своей искренностью. Есть команды, которые уже совсем давно с нами, и здесь уже у нас есть общие какие-то впечатления. В каждом конкурсе жюри определили победителей. Без подарков и призов не уехал никто. Но, как признались сами участники, главная награда на туристическом слете – это встреча со старыми друзьями, новые знакомства и положительный заряд энергии на весь год. Анна Брущенкова, Дарья Боискорова, Алексей Меркулин, медиакомпания «Алмазный край». Утро – это очередной шанс на счастье. И прекрасно, что есть возможность встречаться и счастливо проводить это особенное время дня вместе здесь, на телеканале «Якутия-24». Впереди не менее приятные выходные. Желаю всем хорошего отдыха, зарядиться энергией и счастливо и радостно встречать новую неделю этого удивительного лета. Всем хорошего пятничного настроения.